Сошьем джинсы. Я подготовила уже передние половинки, две детали задних, две детали мешковины, две детали бачок и пояс 3 сантиметра на 25. Приступим к пошиву карманов. Для этого нам нужно совместить мешковину, приложив лицевыми друг к другу. Стачиваем одну и вторую. Делаем надсечки. Разворачиваем. Прикладываем бачок. Стачиваем, обметываем. Так, стачали, обметали. Теперь нужно вот так вот развернуть, убрать, и здесь проложить отделочную строчку на расстоянии 5 миллиметров. Затем соединить передние половинки, стачать и обметать. Соединили две половинки, стачали, обметали. Теперь нам нужно заутюжить на одну сторону, и здесь делаем следующее: расстояние 5 миллиметров. Так, нам нужно сделать гульфик. Делаем гульфик 2,5 сантиметра, где-то вот так. И вот это расстояние здесь мы заворачиваем, скругляем. Так, здесь мы, значит, проходимся, скругляем, и дальше пошли 1 миллиметр отстрочка. Вот таким вот образом. Теперь нам нужно сделать следующее. Берем наши задние половинки, соединяем по боковым швам, обметываем со стороны лицевой, заутюживаем на спинку, на заднюю половинку, и делаем отстрочку. Итак, вот так у нас получаются джинсы. С изнаночной стороны они выглядят вот таким вот образом. Швы у нас на задние половинки. Теперь нам нужно обметать вот эти детали, все срезы. Декорируем джинсы на свой вкус, как больше нравится. Я сделала потертости такие при помощи пилочки, просто взяла, потерла, и у меня вот такие вот они потертости теперь. Так, теперь нужно нам заготовить шлёвки. Берем полосочку 1,5 сантиметра, произвольную длину, и с одной стороны обметали. Теперь нужно вот эту шлёвку заготовить. Заворачиваем один раз и второй раз вот таким вот образом, и с лицевой стороны проходим одной строчкой, прихватываем, то есть у нас заготавливаются шлёвки. Так, нам нужно теперь одну длинную разрезать на 4 шлёвки, вот такие, по 4 сантиметра. И теперь прикладываем, одну прикладываем в стык к карману,
также смотрим, чтобы у нас они смотрели в одну сторону. Так. Сгиб, вот именно сгиб шлевки, чтобы был в одну сторону. Смотрели. У нас сгиб здесь, сгиб здесь, значит. Так, теперь вот этой шлевки, вот одной, то есть мы откладываем, давайте 4 сантиметра, и это будет следующее. Вот так вот. И также с этой стороны 4 сантиметра. Так, установили. Теперь берем пояс. Пояс у нас с одной стороны обметан. Прикладываем, подгибая здесь припуск и отступая где-то сантиметр, может чуть больше, может где-то 12 миллиметров, фиксируем пояс. Зафиксировали и стачиваем на расстоянии 5 миллиметров от среза. Пришили пояс. Теперь нам нужно его так вот отвернуть. Отутюжить. Теперь вот этот припуск также здесь вот надо заутюжить. И вот этот припуск теперь так вот заворачиваем. Подвернули. И вот этим вот припуском мы перекрываем, то есть он у нас свободным остается именно вот этот 5 миллиметров, вот этот припуск. Развернули, здесь фиксируем булавкой, зафиксировали. Точно так же со второй стороны подвернули здесь. И вот этот вот припуск 5 миллиметров. Чтобы у нас был одинаковый пояс, мы его прикладываем. И вот здесь вот регулируем, чтобы одинаково. Здесь приложили, уравняли. И здесь выровняли. Распределили его. Теперь также можно его отутюжить. Он станет ровненько. Так вот. Потянули. Он ровненько здесь выложился. И отпарили. Еще раз посмотрели, чтобы все ровно было. И фиксируем булавками.
Так, начинаем стачивать, отходя где-то вот здесь вот, можно сантиметр. Начинаем, проходим здесь 1 миллиметр, разворачиваемся, доходим до первой шлевки, заворачиваем вот где-то здесь 7-8 миллиметров, выравниваем, выровняли, под лапку делаем закрепку, то есть несколько раз прошлись. Дальше пошли, доходим до следующей, точно так же. Если машинка у вас этого не позволяет, перепад толщины, и из-за перепада толщины, то тогда именно вот эти вот шлевочки мы будем то есть пришивать уже их вручную, если вдруг машинка не позволяет именно сделать эту операцию сразу. Моя машинка мне это позволяет, поэтому я буду сразу пришивать шлевки. Так, пришила пояс, пришила шлевки, также их зафиксировала и по низу, с изнанки, с лица. И теперь здесь нужно сделать подгибку низа, либо же можно сделать подгибку вот такую. То есть они будут покороче, ну вот с такой вот подгибкой, с подворотиком. Вот таким вот образом можно сделать. Но они будут покороче. Здесь уже тоже смотрите на свое усмотрение, как вам больше нравится джинсы. Я, наверное, сделаю их вот с таким вот отворотом. Отутюжу. Наверное, буду с таким. Вот так будут джинсы. Так. Затем стачиваем задний шов. Вот. Как вот у нас заворачивается, так вот мы его и стачиваем. Здесь стачали, разутюжили. Здесь сделали либо же подгибку низа на один подворотик и прошлись с отделочной ниткой, либо же их сделали с таким вот переворотом. Итак, отутюжили средний шов. Вот у нас что теперь получается. Я отутюжила также подвороты, и теперь соединяем шаговый шов. И здесь стачиваю. Джинсы готовы. Я пришила кнопочку, вставила хольнитен, имитируя пуговичку, и с боков для украшения. То есть вот джинсы готовы теперь.